Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. С этого понедельника в Сосногорском районе усилился муниципальный контроль по качеству уборки дворовых территорий от снега. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Первый тестовый. В Сосногорском тепличном комплексе высадили первые семена. Народный бюджет. В Сосногорском районе продолжается обсуждение народных инициатив. Готов к труду и обороне. В спорткомплексе «Метеор» прошел зимний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО. Многочисленные жалобы сосногорцев на качество расчистки автомобильных дорог и уборки дворовых территорий от снега и наледи не остались без внимания руководства муниципалитета. Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко поручил специалистам управления ЖКХ усилить контроль за коммунальными службами. В центре внимания управляющие организации. Именно они ответственны за уборку дворовых территорий, в том числе и по обращениям горожан. Больше всего жалоб приходит на управляющую компанию «Луч» и «Вита». Все остальные управляющие компании вовремя чистят придомовую территорию и кровли, и, в общем-то, у них все в порядке. Именно управляющую компанию «Луч» проверяли сегодня специалисты отдела муниципального контроля. Комиссия посетила двор дома 7А по улице Лесной. К нам обратился совет дома, потому что не чистилась придомовая территория. Отделом муниципального контроля была проведена проверка в отношении этого дома, и управляющая компания по предписанию почистила придомовую территорию. Стоит отметить, что в случае выявления недобросовестного исполнения своих обязанностей управляющими организациями специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства передают эту информацию в Государственную жилищную инспекцию. Новый этап в строительстве Сосногорского тепличного комплекса. Там высадили первые семена. Посев, правда, только тестовый. Он необходим, чтобы проверить работу оборудования. И только поэтому принять в нем участие смогли представители Министерства сельского хозяйства и журналисты. Халаты, шапочки, бахилы. Униформа работников рассадного отделения напоминает медицинскую. Правило тоже, как в стационаре. Вход посторонним сюда будет строго воспрещен. Впрочем, первый высев только тестовый, так что поучаствовать в нем разрешили и гостям. Так, не разбрасывайте, экономьте семена. Стараемся. В специальных тарелках семена огурцов. Сорт называется «Директор». Вместо земли рассадные кубики с питательным минеральным веществом. Высаживают овощи вручную. Так будет со всеми так называемыми зелеными операциями, когда нужен контакт растения с человеком. За все остальное будет отвечать компьютер. Цель первого посева как раз проверить и, если нужно, внести коррективы в работу оборудования. Понять, как работает наше технологическое оборудование, понять, как нужно его настроить под наши северные климатические условия. Да, и вот у нас есть лак 1,5-2 месяца, чтобы в мае месяце мы уже высадили всю теплицу. Рассада через 30-40 дней будет готова перекочевать в теплицы. К тому времени в них как раз завершат работы по дооборудованию. Впрочем, массовое производство начинать будут не с огурцов. Мы заходим с томатом, потому что мы понимаем, даже учитывая расположение, что он более востребован будет в сентябре. И учитывая его период развития, мы зайдем с томатом 15 июня, а следующий этап наш огурец будет. Одновременно в теплицах смогут выращивать 130 тысяч саженцев огурцов и помидоров. Помогать им созревать будут 32 тысячи светильников мощностью в 600 ватт. Никаких выбросов. Использованную воду очистят и снова пустят в оборот. А специальное оборудование в случае необходимости готово охлаждать, увлажнять или, напротив, делать воздух в помещениях более сухим. Все для хорошего урожая. В том, что рынки сбыта для него найдутся, в Минсельхозе не сомневаются. Это все для нас, для наших людей, для нашего населения. Конечно, учитывая тот факт, что у нас соседи пустые, у нас Архангельск пустой, вообще нет тепличных комплексов. Кировская область пустая тоже, там нету ничего. В Вологде частично немножко всего лишь. Поэтому мы тоже этих наших соседей учитываем, с ними ведем определенную работу. Всего на площадке Сосногорского тепличного комплекса 15 объектов. На некоторых работы продолжаются, и порой строители, конечно, отстают от графика, но уже в августе, ко Дню Республики, надеются все же представить комплекс во всей красе. Тогда в пока пустых помещениях будут уже джунгли из рассады. Светлана Некрасова, Елена Двожик, Евгений Юрин, телеканал Юрган, Сосногорск.
Обсуждение проектов в сфере культуры для включения в программу «Народный бюджет» продолжается. Напомним, это республиканский проект, инициированный главой Коми Сергеем Гапликовым. Цель проекта – побудить жителей стать активнее. Ведь участие можно принять как финансовое, так и материально-техническое. На этот раз встреча представителей администрации и работников отрасли состоялась в библиотеке имени Якова Рочева. О каких проектах шла речь, смотрите в нашем материале. В этом году в рамках народного бюджета в администрацию уже поступило 40 заявок. Из них в сфере культуры и этнокультурного развития для реализации в 2020 году предложено 7 проектов. Детская школа искусств презентовала 2. Первый – мероприятие в рамках программы антитеррора. В настоящее же время из-за отсутствия ограждения детской школы искусств граждане близлежащих жилых домов хранят очень непосредственной близости от здания школы транспортные средства, что создает угрозу жизни и здоровью детей, педагогов, технического персонала, находящихся в здании. Кроме того, на территории школы могут бесконтрольно пребывать посторонние лица. Второй проект – создание класса компьютерной графики и дизайна. Художественное отделение школы посещает более сотни детей, а в современном мире такой предмет будет актуален как никогда. Реализация данного проекта позволит за короткое время расширить образовательные программы отдела художественных дисциплин, что положительно скажется на качестве обучения, увеличит количество обучающихся, поможет развить творческие и дизайнерские способности детей. Возможно, организация дополнительного набора на краткосрочные курсы и взрослого населения в рамках лицензии дополнительного образования со сроком обучения 3 месяца, 6 месяцев или 1 год. В числе поддержавших проект сотрудник городской библиотеки Анастасия Максимова. По ее словам, такой класс нашему городу просто необходим. Потому что я считаю, что это будет перспективное развитие и очень удачный вклад, так как сейчас популярность набирает именно графические изображения. Плюс еще, если будут курсы для взрослых, скажем так, для желающих просто обучиться, будет очень великолепно. Ремонт помещений для выставочной деятельности – проект городского музея. Сегодня в нем насчитывается более 14 тысяч экспонатов основного фонда. Только вот для их демонстрации места недостаточно. Просторное здание для музея нашлось. Нужны лишь деньги на ремонт. Реализация данного проекта обеспечит основные цели государственной культурной политики. Это создание условий для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества, создание условий для воспитания граждан, сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования, обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям. К слову, соседом музея может стать Центр национальных культур. И это еще один проект в народный бюджет по направлению этнокультурного развития. О создании Дома дружбы народов разговоры ведутся давно. Сегодня в городе отсутствует площадка, где могли бы встречаться представители национально-культурных автономий. Помещения выделены, но их нужно отремонтировать. И это и есть цель проекта. Идея создания Центра национальных культур возникла не случайно, так как в городе проживают представители самых разных национальностей и национальных меньшинств. Сохранить уникальное многоцветие национальных культур и способствовать развитию и укреплению межнациональных отношений – вот главная задача, которую будет призван решать этот данный народный проект. Работники культуры поддержали все представленные проекты и выразили надежду, что каждая народная инициатива будет принята к реализации на следующий год. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. И в продолжение темы. В минувшую субботу на обсуждение собрались жители 5 и 6 микрорайонов. Направление проектов в этот раз – благоустройство территорий. В начале встречи глава района Сергей Дегтяренко познакомил жителей с теми мероприятиями, которые уже имеются на это лето. Так, на ремонт дорог в Сосногорске запланировано больше, чем в прошлом году – 8,5 миллионов рублей. Это средства местного бюджета и дорожного фонда. 1 миллион рублей предусмотрен на восстановление тротуарной сети. Обновление ждет тротуары по улицам Советской и Горького. Продолжится работа и по освещению пешеходных переходов. За 2 последних года нам удалось дополнительно осветить 12 пешеходных переходов. В планах этого года еще 3 адреса. Это у нас перекресток Нагорная, Плесная, Первомайская и оба перекрестка возле Сквера Победы. Коснулся Сергей Васильевич и плана по приведению в порядок городских зон отдыха. Так, например, парк Юг и Тлун
в этом году получит новое развитие. Мы вырубим сухостой возле входа и в самом парке. Отреставрируем деревянные скульптуры. Наконец-то запустим фонтаны. И как в крупных городах впервые мы проведем санобработку территории от комаров. Идею развития парка поддержали жители и в своих проектах. Так, например, Елена Турова предложила усилить концепцию семейного отдыха и установить на территории парка качели, которые могли бы уместить не только детей, но и их родителей. К слову, Елена Александровна представила на встрече сразу несколько проектов. Второй ее проект направлен на создание безопасных условий для детей вне территории 9-го детского сада. Цель проекта «Дорога безопасности» – установка ограждения, отделяющего тротуар от проезжей части. Дети дошкольного возраста подвержены риску оказаться непосредственно на проезжей части, не оценив обстановку на дороге по тем причинам, которые я озвучила. Кроме того, из-за отсутствия ограждения зачастую автомобилисты ездят по этому тротуару и осуществляют там парковку, что, кстати говоря, неоднократно пресекалось органами ГИБДД. Еще один проект активной жительницы – обустройство дороги по улице Суворова, которая ведет к участкам, выделенным многодетным семьям для строительства жилья. С предложением об обустройстве новых контейнерных площадок и приобретении контейнеров для мусора выступило управление ЖКХ. В настоящее время в Сосногорске стоит вопрос о нехватке контейнерных площадок и контейнеров, что влияет как в целом на благоустройство города, так и на комфортное проживание граждан, жителей города Сосногорска. Вывоз мусора с контейнерных площадок производится ежедневно. Но в результате того, что их не хватает, мы видим, что на контейнерных площадках, существующих в городе, имеется, скажем так, захламление. Для решения этого вопроса предлагается обустроить места для сбора мусора в разных частях города. Кроме проектов, заявленных заранее, жители активно предлагали и новые, прямо на встрече. Благоустройство тротуара и освещения со стороны дома 33 и детского сада номер 12, поскольку там очень большое движение детей. Второй проект – создание площадки для выгула собак, поскольку у нас в 6 и 5 микрорайоне, да вообще в городе очень много владельцев собак, и они гуляют по всей территории города. Также прозвучало предложение об организации дополнительных парковочных мест в 6-м микрорайоне, что позволило бы разгрузить от машин дворы. Встречи по обсуждению народных инициатив продолжаются. За информацией, где и когда состоятся ближайшие мероприятия, следите на сайте администрации района и в официальных группах в соцсетях. В минувшую субботу в спорткомплексе «Метеор» прошел муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» среди населения не только города, но и всего Сосногорского района. Более сотни человек в этот день проверили свою физическую подготовку. От самых юных до самых мудрых в этот раз в «Метеоре» собрались воспитанники детских садов, школьники, рабочий класс и даже пенсионеры. Хочется пожелать вам, чтобы вы показали сегодня максимум, на что вы способны, и даже немножко больше. Еще раз праздником и давайте выложимся по полной. ГТО – это не просто получение знака отличия. Это в первую очередь совершенствование самого себя. Каждый участник фестиваля в этот день боролся только за золотой значок комплекса. Я сдал пресс. Доволен своим результатом? Да, 45 раз на золотой значок. Себе доказываешь, что можешь еще. Я просто каждый год сдаю, спортом занимаюсь. Мы сдали... Как оно? Вперед из положения. Да. Какие результаты? У меня 11. У меня 9. У меня 11. Это какой значок? Это золотой. Что еще хотите сдать? Все хотим сдать. На золото. Напомним, в Сосногорском районе на данный момент закреплено 9 мест тестирования, где любой желающий сможет выполнить нормативы комплекса. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, затем получить медицинскую справку, после чего обратиться в Центр тестирования ГТО. Он находится в ОСК «Метеор». После на участника будет заведена личная карточка учета. Добавим, что за более подробной информацией можно обратиться в отдел физкультуры и спорта Сосногорского района. В завершении выпуска о погоде. Первая неделя апреля окажется под влиянием атлантических циклонов.
В течение 7 дней погода будет заметно улучшаться. Атмосферное давление расти, осадки прекратятся. Температура воздуха ожидается ночью в районе минус 5 градусов, днем такая же, только со знаком плюс. На крайнем северо-востоке около 0 градусов. В южных районах Коми воздух может прогреться до 10-12 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Хочешь, чтобы твой талант руководителя заметили? Раскрой потенциал с командой Республики Коми. Гастрольный тур по России. Коллектив, который объездил весь мир, легендарный Государственный Волжский русский народный хор, представляет новую концертную программу «Понад Волгой заря занялась». Вас ждут русские песни и яркие танцы. А также Волжский хор покажет увлекательный народный спектакль для детей «Царевна-лягушка». 4 апреля. Сосногорск. ГДК «Горизонт». Касса 56334.